стихийные бедствия, как сели, как камнепады, как в будущем в Хатлонской области может быть участиться засуха. Поэтому все это возможно, и оно и есть, и мы видим по нашим отчетам, что такого рода явления, которые приносят больший ущерб, они в последние годы участились. 60% водных ресурсов Центральной Азии зависят от таяния ледников. И Таджикистан, где за век исчезло более 30% ледников, выступает инициатором не случайно. Мы продвигаем десятилетиями водную политику, водную повестку в Организации Объединенных Наций. Добрый день. Меня зовут Искандар Мирзганиев, и это второй подкаст из цикла «Месяц сохранения ледников». Ледники являются важными источниками пресной воды, но их ускоренное таяние в результате изменения климата ставит под угрозу доступность водных ресурсов и экологический баланс. В ответ на этот вызов Таджикистан выступил с инициативой сохранения ледников в рамках ООН, что привлекло международное внимание к данной проблеме. Мы присоединились к экологической кампании «Месяц сохранения ледников», которая проходит в преддверии международной конференции по сохранению ледников. И сегодня мы поговорим о самой международной инициативе Таджикистана и конференции по сохранению ледников. В гостях у нас Булнисо Муминзаде, директор офиса регионального экологического центра Центральной Азии в Таджикистане, и Саидов Сатор, начальник центра изучения изменения климата и озонового слоя Агентства по гидрометеорологии и Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В чем состоят основные задачи и цели предстоящей конференции, и как вы планируете их достичь? Добрый день, спасибо за приглашение. Очень рада присоединиться к движению «Эко-месяц сохранения ледников». Конференция в Душанбе станет ключевой площадкой для решения одной из главных экологических угроз – таяния ледников. Ее цель – объединить мировое сообщество вокруг сохранения ледников как источника пресной воды. Конференция ставит задачи убедить страны активнее бороться с изменением климата, чтобы удержать потепление в рамках 1,5 градуса, так как повышение температуры на 2 градуса, это означает, что все ледники Таджикистана растают и приведет к экологической катастрофе. Второе, найти способ адаптироваться к изменению климата. И третье, это мобилизовать финансирование для исследований, мониторинга ледников и помощи уязвимым странам. То есть мы уже должны искать пути решения к адаптации, то есть остановить это уже невозможно. К сожалению, невозможно, так как процесс уже начат, и уже мы не успеваем к адаптации и снижению выбросов. Сейчас мы двигаемся к повышению температуры более чем 2,5 градуса, поэтому очень важно и своевременно данная конференция, так как именно в этом году мы уже должны принять конкретные меры для снижения выбросов в атмосферу и чтобы мы сохранили повышение температуры на 1,5 градуса. Почему именно инициатива Таджикистана по сохранению ледников своевременно именно сейчас? И насколько актуальна проблема таяния ледников в контексте глобального потепления? Везде же все меняется. Почему именно заострять внимание именно на ледниках? Да, очень интересный вопрос. Мы с вами, может быть, слушатели уже часто слышат словосочетание изменения климата. Эта проблема, она глобальная и по всей планете. В первую очередь, она на начальных этапах больше затрагивала, например, островные государства, малые государства, потому что ледниковые щиты Арктики и Антарктики, когда тают, они повышают уровень мирового океана. Но сейчас эта проблема проявляется не только в долинных районах, как у нас, например, в Хатлонской области, но также изменение климата уже начинает затрагивать высокогорье, горные страны. А если учитывать, что около 60% водных ресурсов аккумулируется в ледниках Республики Таджикистан, 60% водных ресурсов Центральной Азии, поэтому эта проблема актуальна не только для Таджикистана, но и для всего региона в целом, потому что регион
получает пресную воду для своего полива, для своего населения ледников Республики Таджикистан. Поэтому для нас это очень важно, потому что мы в зоне формирования этих ресурсов, в зоне формирования стока. Поэтому мы пытаемся донести до наших соседей, до мирового сообщества, то, что эта проблема очень актуальна. А наши соседи воспринимают проблему как... Спасибо Классно. им, они нас тоже поддерживают. И есть конференция сторон, которая организуется Организацией Объединенных Наций ежегодно. Она проходит в разных странах. В этом отношении у нас как бы такой общий голос Центральной Азии. Мы вместе делаем заявления на мировых площадках и вместе пытаемся объяснить, что в нашем регионе существуют такие или такие рода проблемы, связанные с экологией и с изменением климата. Поэтому мы вместе с странами Центральной Азии, которые входят в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, иногда тоже подключается Туркменистан, но в основном вот эти 5 стран и Таджикистан, мы вместе пытаемся найти подходы, адаптации к этой проблеме. Конференция будет проходить в Душанбе с 29 по 31 мая, еще раз напоминаю, 2025 года. Как идет подготовка к этому событию, какие форматы взаимодействия вы планируете? Организация идет полным ходом. Создан Национальный организационный комитет во главе с премьер-министром Республики Таджикистан. И в программе у нас запланировано более 20 мероприятий, пленарные заседания, где будут выступления глав делегаций и глав международных организаций, тематические сессии, обсуждение конкретных тем, как ледники влияют на продовольственную, энергетическую безопасность, на биоразнообразие, круглые столы для лидеров, где будут проходить обсуждения. Это закрытая встреча, где главы государств и главы международных организаций будут обсуждать финансовые обязательства и финансовую помощь тем странам, которые страдают от последствий изменений климата. Также запланировано у нас 8 форумов. Это молодежные форумы, женские форумы, также форумы по трансграничному сотрудничеству. И также у нас будут проходить культурные мероприятия и экскурсии в ближайшие ледники Таджикистана, где участники могут увидеть непосредственно масштабы катастрофы, которые происходят непосредственно в Таджикистане. Приглашаем всех слушателей YORTG, чтобы присоединились. И зрителей. Да, и зрителей. А как можно присоединиться к этому мероприятию? Можно присоединиться. В социальных сетях у нас есть страницы Glaciers Conference. Мы оставим ссылку. Да, ссылку мы оставим. Также есть у нас сайт, посвященный ледникам. Всю информацию можно там получить, все документы, всю программу. И все контактная информация доступна на сайте. Сатур, вы знаете, я в том году, у нас было тоже много экологических проектов, и так получилось, что я много изучал этот вопрос. Я не скажу, где, сейчас не вспомню, да? Но я читал, что если наши ледники тают, то есть к 1954 году, в принципе, Таджикистан ожидает опустынивания. Насколько ощутимо в Таджикистане отступают ледники? Правда ли это, что и это напрямую угрожает водным ресурсам и гидроэнергетике? Во-первых, правда все это. Во-вторых, надо провести немного больше исследований. И, как Зебо сказала, тут зависит, на сколько градусов повысится именно температура. Если 1,5 градуса, деградация ледников пройдет более медленно. Если каждый градус, каждый полградуса будет очень негативно влиять, но чтобы точно ответить на ваш вопрос к 1954 году или к 70-му или к 100-му году, для этого надо провести еще больше исследований. Но в этом связи Агентство по гидрометеорологии, Комитет охраны окружающей среды, ее основная функция – это мониторинг как водных ресурсов, так и ледников. Поэтому сотрудники центра ежегодно проводят аэровизуальные наблюдения, это с помощью вертолета, и также маршрутные исследования. И по их отчетам мы видим, что все-таки ледники теряют больше
массы, чем могут набрать за зимний период. Мгм. То есть именно этими данными вы хотите поделиться непосредственно на конференции? Мы покажем результаты наших исследований, покажем результаты маршрутных, аэровизуальных, на сколько процентов каждый ледник растаял. Но такого рода исследования, они еще требуют новых технологий, нового, больше финансирования. Все те исследования, которые современные, для этого мы вот собираем мировое сообщество, чтобы узнать, какие есть подходы исследования этой проблематики. Поэтому мы вот это все будем обсуждать на данной конференции. И, соответственно, все наши зрители и слушатели смогут потом позже ознакомиться с этими научными данными. Конечно, они всегда будут в открытом доступе и на сайте Комитета охраны окружающей среды, на сайте Агентства по гидрометеорологии. Все мероприятия, которые мы проводим, мы выставляем вот такое резюме мероприятий с контактными лицами, с кем можно обсудить данный вопрос, потому что и Комитет охраны окружающей среды, и агентство, мы всегда открыты запросам от населения. Да, это очень... Почему я задаю такие вопросы? Потому что иногда складывается ощущение, что собираются конференции между такой своеобразной между собойчик, где приходят ученые, разговаривают с учеными об ученых. И простому человеку бывает сложно понять, что достучаться до простого человека, что это все необходимо. Вот ваша передача показатель того, что мы вот идем к тому, чтобы население больше знало об этой проблематике. Вот, наряду с представителями государства и науки предполагается участие международных партнеров организации ООН. И как комитет выстраивает сотрудничество с ними, и какие результаты планируется вынести на международную арену после конференции? Есть секретариат конференции, который занимается организационными вопросами и подготовкой. Конечно же, мы работаем с организацией ООН. Как вы знаете, ЮНЕСКО и Всемирная метеорологическая организация являются сопредседателями данной конференции по резолюции ООН. И также мы активно работаем с Азиатским банком развития, Зеленым климатическим фондом и другими партнерами. Например, ЮНЕСКО приносит опыт сохранения объектов всемирного наследия, а Всемирная метеорологическая организация данные по климату, финансовые институты, как Азиатский банк развития или Зеленый климатический фонд, они обсудят возможность выделения средств, которые будут направлены на сохранение ледников. Все эти планы будут обсуждаться, да, в рамках конференции. У нас поэтому запланировано 12 тематических сессий, где будут обсуждаться различные вопросы. Что именно делает Таджикистан на национальном уровне, чтобы смягчить последствия таяния ледников? И какие дальнейшие научные исследования или проекты, на ваш взгляд, наиболее востребованы? Довольно-таки сложный вопрос. Давайте разобьем, что мы уже сделаем. Ничего страшного. Что уже делаем? Очень много подходов по адаптации к изменению климата. Мне самому очень нравится лесонасаждение. Это один из способов, который он держит грунт, держит подводные воды. Суть в том, что у нас реки трансграничные с странами Центральной Азии, поэтому мы просто, например, перекрыть реку или построить плотину или на водохранилище мы просто так без согласия соседей тоже не можем. Поэтому наши подходы, которые будут адаптационные, мы также будем, если они крупные, такие как, например, Рагунская ГЭС, такие объекты, если они крупные, мы будем согласовывать их с нашими ближайшими соседями. А так подходов очень много. Мы, например, могли видеть подходы европейцев, то, что они закрывали свои ледники, например, брезент, такой материал есть тоже, брезент, и километры тоже закрывали, чтобы пыльные бури и мгла не осаждалась на этих ледниках, потому что когда мелкая пыль попадает, ледники начинают таять быстрее из-за солнечных лучей. Поэтому подходов много. Мы вот на конференции постараемся найти наиболее оптимальные, потому что некоторые могут быть дорогостоящие. А лесонасаждение, вы сказали, что деревья держат грунт. Да. И подземные воды. И подземные воды. Соответственно, если чем больше деревьев с хорошими сильными корнями, тем меньше селей. Да. И, соответственно, у нас и снег, и вода, и все это не будет просто, извините за выражение, скатываться с горы,
держаться и сохраняться, правильно? Это уже последствия изменения климата и таяния ледников, именно стихийные бедствия, стихийные гидрометеорологические явления, стихийные бедствия, как сели, как камнепады, как в будущем в Хатлонской области может быть участиться засуха. Поэтому все это возможно, и оно и есть, и мы видим по нашим отчетам, что такого рода явления, которые приносят больший ущерб, они в последние годы участились. Таджикистан уже неоднократно выступал водным лидером на глобальной арене. То есть это Всемирный водный форум, десятилетия воды для устойчивого развития и так далее. Как нынешняя конференция по сохранению ледников продолжает эту линию и укрепляет международный имидж республики? Ледники — это вода. 60% водных ресурсов Центральной Азии зависят от таяния ледников. И Таджикистан, где за век исчезло более 30% ледников, выступает инициатором не случайно. Мы продвигаем десятилетиями водную политику, водную повестку в Организации Объединенных Наций. И данная конференция должна стать мостом между наукой, политикой и действиями, чтобы к 2030 году мы могли замедлить эту экологическую катастрофу, которая повлияет не только на Таджикистан, но и на весь регион Центральной Азии, на жизни миллион людей. Это шанс для Таджикистана показать, что малые страны могут влиять на глобальную политику. Как в 2015 году Парижское соглашение родилось на конференции сторон 21, так и Душанбе может стать точкой отчета для защиты ледников. Парижское соглашение – это основное соглашение, которым сейчас пользуется Организация Объединенных Наций для борьбы с изменением климата. И, как Зебо сказала, наша инициатива также может быть триггером или началом борьбы с этой проблемой. Именно благодаря инициативе Таджикистана, инициативе нашего уважаемого президента Эмомали Рахмон, сейчас мировое сообщество обратило внимание именно на ледники, на ледники как источника пресной воды, от которого зависит жизни миллиарды людей. Только в Азии 2 миллиарда людей могут пострадать из-за исчезновения или таяния ледников. Артур, с какими научными и техническими вызовами мы сталкиваемся при изучении ледников в регионе? Например, насколько актуальны в Таджикистане такие проблемы, как загрязнение льда пылью? Вы уже об этом сегодня говорили, но хотелось бы углубиться, потому как в том году, если не соврать, я для себя просто делал подсчеты, за лето было 50 или 60 пыльных бурь. Хорошо. Я сейчас вам скажу более точные цифры, которые были в прошлом году. И первый ваш вопрос относительно вызовов. Тут, мне кажется, больше подходят технологические вызовы или ГИС-технологии, как мы называем, дистанционное зондирование, потому что можно также мониторить ледники, сидя в кабинете, но для этого нужны спутниковые данные, они не дешевые, а мы развивающаяся страна, у нас нет спутника на орбите, поэтому мы вынуждены использовать данные других государств. А это немного сложно, немного дорого, поэтому нужны также эксперты, которые хорошо в этом понимают. Это одни из вызовов включения вот таких технологий в общее исследование. Мы как я сказал, в прошлом мы делаем маршрутные исследования, аэровизуальные, но если все это подкрепить спутниковыми данными, можно получить более точные данные. Потому что все ледники мониторить и делать маршрутные экспедиции практически невозможно и дорого. И относительно пыльных бурь, один из показателей изменения климата в Таджикистане – это то, что учащаются пыльные бури. И что, можно сказать, не грустно, нас расстраивает то, что это не в наших государствах иногда зарождаются пыльные бури. Мы все с вами слышали афганец. Он зарождается в другом государстве, но за счет ветрового режима эта пыль доходит и до нас. Также могут зарождаться и в Туркменистане, и в Иране, и в Ираке, и вся эта пыль ветром может доходить и до нас. Если за счет наших хребтов и за счет наших ледников
чаще всего это пыль вот в долинных районах. За счет того, что наши хребты останавливают, чаще останавливают, чем пропускают эту пыль, эта пыль может оседать в долинных районах. Но из-за изменения климата сейчас мы иногда видим, что эта пыль доходит до Горно-Бадахшанской автономной области, поэтому это все пагубно в будущем будет. И сейчас, и в будущем пагубно будет влиять на ледники. Каких конкретных итогов вы ждете от конференции? Ожидаем 3 ключевых результата. Первое – это Душанбинская декларация. Это призыв к странам усилить свои климатические цели, снизить выбросы в атмосферу, чтобы мы могли все-таки удержать повышение температуры в рамках 1,5 градуса и выделить финансирование на сохранение ледников. Второе – это резюме сопредседателей, объединение ключевых сообщений, обсуждение выводов, заключение тематических сессий, форумов и предоставить дорожную карту для продвижения научных исследований, мониторинга ледников, продвижения политических мер и устойчивого финансирования, и также развитие международного сотрудничества в области ледников. Как раз Сатор говорил про данные, то, что мы не можем себе позволить получать спутниковые данные. Именно здесь важно иметь международное сотрудничество, чтобы у нас был обмен данными в реальном режиме, чтобы мы могли получать своевременно данные, которые являются критически важным для мониторинга ледников. Третье – это Душанбинский призыв объединить все материалы пленарных выступлений, форумов, тематических сессий в единый документ, и все эти документы будут доступны на нашем веб-сайте, все могут зайти, посмотреть, почитать, ознакомиться. И также после завершения конференции, также секретариат конференции, Комитет по охране окружающей среды продолжит свою работу, представит результаты на соответствующих площадках, таких как Генеральная Ассамблея ООН, то есть конференции сторон рамочной конвенции ООН, которая пройдет в этом году в Бразилии. Это самая важная конференция, где принимаются самые главные решения относительно изменений климата по снижению выбросов в атмосферу и принятие финансовых обязательств, выделение финансовых ресурсов для стран, регионов, которые являются уязвимыми, страдают от последствий изменений климата. Вот в завершении, что бы вы посоветовали слушателям, которые хотят поддержать усилия по сохранению ледников, для простых людей, таких как я, например, да? Есть какие-то практические шаги, изменения в образе жизни, которые действительно способны повлиять на климатическую ситуацию, состояние самих ледников? Ну, в этом контексте, мне кажется, самое важное – это информация и образование. Информацию мы можем получить с Комитета охраны окружающей среды, какие способы можно использовать у себя в огороде. Например, они могут посоветовать делать компост, могут посоветовать делать капельное орошение. Разные способы есть для борьбы с этой проблемой. Я вот призываю молодежь все-таки обратить внимание на то, что правительство Республики Таджикистан уже сделало очень многое в этом направлении. И сейчас от нас, страны в целом, тоже зависит, насколько мировое сообщество это услышит. Мы уже вот это сделали, мы сейчас пытаемся популяризировать эту проблему, чтобы весь мир понял, что таяние ледников – это не только там горные страны, в которых ледниках, это зависит весь мир. Мы поэтому занимаемся именно продвижением этой темы, и я бы посоветовал в будущем, например, молодежь может работать в области экологии. Что интересно, что там нужны люди разных профессий. И программисты, и инженеры, и журналисты, и те, кто могут работать, да, там нужны люди любых профессий. И шоферы нужны,
И если человек будет работать в этой сфере экологии, мне кажется, он сам больше поймет. И будущее поколение своим детям он передаст уже эти знания, работая в этой сфере. Я хочу, чтобы больше людей работало в сфере экологии, чтобы наша страна была более чище и более приятной для проживания. А если мы начнем хотя бы с принципов Zero Waste? Есть все эти подходы, нужна информация и образование. Мы с вами можем сказать людям, что давайте банки в эту корзину, это в эту корзину, но пока не придет осознание человека, что это действительно надо, а для этого нужна информация и образование. Если они в школах будут хорошо эту тему обсуждать, такого рода проблемы на начальном этапе, то уже в будущем человек уже сам будет понимать, что ему делать. Больше экологических Всему голова, центров осознанное образовательных. потребление, да? Больше информации. Могут разные советовать. Могут советовать меньше использовать воду, могут советовать использовать только сезонные продукты, не завозить других. Очень много способов. Но человек сам своим умом должен достичь того, что он хочет. Я думаю, мы к этому придем. Нужно время. И, конечно же, продолжать ту политику, которую уже ведет Комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана, именно повышение осведомленности, да, населения, потому что это очень важно. Не все страны пришли к Zero Waste, да? То есть это... Вводятся новые законы по экологии, Да. как надо использовать мусор, утилизировать. Выбросы парниковых газов – это одна из других проблем, которая напрямую влияет на изменение климата. И мы стараемся, чтобы выбросы парниковых газов в разных секторах экономики, как энергетика, здравоохранение, как транспорт, сельское хозяйство, чтобы выбросы парниковых газов все-таки уменьшились в этих секторах экономики. Это тоже очень хорошо повлияет на климат региона в целом. Да, также хотела бы здесь отметить, что Таджикистан доля выбросов парниковых газов в атмосферу у Таджикистана самая низкая. Но у нас нет такой промышленности. Да, поэтому и проводятся конференции сторон, где именно обсуждаются вопросы выделения финансовой помощи странам, которые именно страдают от последствий изменений климата. Это мы. Я бы даже Это сказал, Центральная я бы даже Азия. сказал, последствия промышленной революции. Да, Развивающиеся это страны, мы, да. это страны, африканские страны, это малые островные государства. Поэтому мы и принимаем, то есть представители Комитета по охране окружающей среды, мы как гражданское сообщество также принимаем участие на этих конференциях и, конечно же, ведем переговоры, чтобы именно таким странам выделили финансовую помощь, чтобы мы все-таки могли адаптироваться и смягчить последствия изменения климата. Спасибо большое. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что жить по принципу «после нас хоть потоп» – это абсолютно неправильно. Мы, если хотим оставить нашим детям, нашим внукам здоровую, чистую планету, нужно начинать уже сейчас. Об этом и о многом другом вы сможете узнать больше, если будете следить за конференцией, которая пройдет с 29 по 31 число 2025 года, месяц сохранения ледников. Всем большое спасибо.